Неврологи Коми зафиксировали значительное снижение смертности от заболеваний органов системы кровообращения. Впрочем, региональный сосудистый центр все равно работает в полную силу. По словам врачей, инсульты они лечить научились, а вот период реабилитации после заболевания по-прежнему тяжелый и долгий. Поэтому теперь все силы нужно бросить на профилактику недуга. Виктория Палкина всегда следит за своим давлением. Сыктывкарец Олег Герныт попал в больницу в начале февраля. Сейчас он идет на поправку. Возвращаться на больничную койку мужчина больше не намерен, а потому бросил курить. Говорит, когда стало плохо, даже подумать не мог, что все закончится госпитализацией. Почувствовал внезапное головокружение, потемнело в глазах. Постоял, немножко прошло, зашел в магазин, стало плохо. Пришел домой, думал, пройдет. На следующий день состояние такое же было. Качало, шатало, в глазах темно. Вызвал скорую, попал сюда. Фразу «думал, пройдет» врачи слышат часто. В реанимации сосудистого центра довольно много тех, кто понадеялся на авось. Некоторые из таких фаталистов могут задержаться в больнице надолго, а после и вовсе стать инвалидами. За последние 3 года мы отмечаем тенденцию к тому, что пациенты стали достаточно поздно к нам обращаться. У нас есть такое понятие, как терапевтическое окно, то есть золотой час, в течение которого мы можем оказать высококвалифицированную, эффективную медицинскую помощь. Инсульт – явление социальное, уверяют врачи. В основной группе риска люди, которые ведут неправильный образ жизни и забывают о своем артериальном давлении. Хотя сейчас медицинская техника позволяет контролировать его и в домашних условиях. По большому счету, именно халатное отношение к здоровью приводит людей в сосудистый центр, говорят неврологи. А ведь симптомы, которые должны насторожить человека, уже давно известны. Внезапная интенсивная головная боль, которой раньше не было, потеря чувствительности конечностей, потеря силы конечностей, как правило, это половина тела, головокружение, тошнота, интенсивная рвота, снижение зрения и нарушение речи. Уже в этом году на базе Ижевинской больницы должен появиться реабилитационный центр. Туда на поправку будут отправлять тех, кто перенес инсульт. Его последствия бывают крайне серьезными. И чтобы преодолеть их, пациентам нужна квалифицированная помощь. Виктория Палкина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывкар.